Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейх Шара. Сегодня в программе. 1 октября начнется реконструкция Сухумской набережной. Какой она будет, зависит от жителей Абхазии. Торжественная церемония награждения медалистов, окончивших школу в этом учебном году, прошла в Абхазской государственной филармонии. Что сделано в Гудауде для комфортного отдыха туристов? Актуальный репортаж программы. В Абхазском государственном университете стартовала приемная кампания на новый учебный год. Торжественная церемония награждения медалистов, окончивших школу в этом учебном году, прошла в Абхазской государственной филармонии. Поздравить выпускников пришел президент Бадра Гунба, а также премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства. Торжественная церемония началась с демонстрации видеоролика о школьной жизни. В зал торжественно внесли государственный флаг Республики Абхазия и был исполнен государственный гимн страны. В рамках торжественной церемонии Бадра Гунба вручил золотые медали и денежные сертификаты особо отличившимся выпускникам, отметив их усердие, старания и достижения. Золотые медали получили 3 ученицы Сухумской школы номер 10: Анна Авицба, Наала Бжания, Алиса Будба. Бадра Гунба выразил благодарность учителям и родителям за их неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения страны. Аттестат, что на дорогу амш, нехок и серьезно ходит, чтобы стаза. А для стаза еще мо, а их дорога, хопада, шершева ау, вот сыкова, еще ты стырой, а так дузмо ариаш. Везешься рапас, шарашизны сызамя, хопада из отсуро, как вечеро. Это приятно, что я был, тому харасна стопу, хартича, рджибаза, азараза, ехатя хрткара ихтарака, уаспя хрткара пеш, сджиба дуау широко, пчатка спорбы, тому хаге жаска. А я слово оштантаса. Шарафей зарака, Абсинразы Кудуру, Сарабрызгой, Шапхапаги, Абчара Дупа, Аяйна Дупа, Шыц Шизаздео, Шарабы Фатразмо, Язывату, Абсарду Бзизбо, Шапда Шоу, Агрогенесыбо, Шараи Бзизле Лышкалы, Шапка Такхопра Зышто, Воспяхна Карапеш, Ашикардора. По инициативе Министерства просвещения выпускникам 2002 и 2006 годов, которые по разным причинам не получили медали вовремя, также были вручены золотые и серебряные медали. Среди них и наши коллеги Аруна Чагава и Арифа Кабба. Медали им вручили премьер-министр Владимир Делба и спикер парламента Лаша Ашуба. Руководитель администрации президента Беслан Эшба в соответствии со сроками, установленными законом, ответил гражданам Кану Кварча, Нисфе Аршба, Изиди Чания, Ливану Мика, Иналу Хашигу и Алхасу Адлиба на их обращение по поводу принятия компетентными органами России ряда решений в их отношении. Как сообщает пресс-служба президента, Беслан Эшба проинформировал обратившихся о том, какие меры были приняты по вопросам, изложенным в коллективном обращении данных граждан на имя главы государства и руководителя администрации президента от 4 июня 2025 года. Кан Кварча и Ливан Мика в январе этого года были лишены российского гражданства. В марте абхазские журналисты Нисфа Аршба, Инал Хашига и Изида Чания были признаны Минюстом России иностранными агентами. К другим новостям. Сирия заинтересована в логистических возможностях Абхазии, заявил глава МИД Олег Барцыц.
В эфире радио «Спутник». Он уточнил, что речь прежде всего идет о транзите сирийских грузов на зарубежные рынки через абхазскую территорию с использованием портов и разных видов транспорта. Особый интерес Дамаска вызвала новость об открытии Сухумского аэропорта. Олег Барцыц добавил, что Абхазия также примет участие в Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в сирийской столице в августе. 1 октября начнется реконструкция Сухумской набережной. Завершение работ запланировано к началу следующего курортного сезона. У кафе «Брехаловка» и пирса, которые начнут ремонтировать уже в ближайшее время, установили стенды, чтобы любой житель республики мог ознакомиться с предлагаемыми проектами. Помимо ремонта парапетов и освещения, установки новых лавочек и урн, проект включает в себя организацию детских площадок и зон отдыха, установку колеса обозрения, разметку велодорожек. Представлены 3 проекта, и можно проголосовать за наиболее понравившийся вариант. Алика Трапши расскажет детали. Уже совсем скоро в Сухуми приступят к долгожданной реконструкции набережной Диаскуров. Начало ремонтных работ запланировано на 1 октября и по планам завершится к началу следующего курортного сезона. Работы выполнят организации из Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, которые взяли на себя финансирование проекта. Согласно договоренностям президента Республики Абхазия с российскими коллегами, началось проектирование реконструкции набережной от кафе «Пингвин» до поворота на Маяк. И реконструкция причала на Брехаловке. Сейчас мы выставили на набережной в 4 местах такие вот информационные стенды, где у населения есть возможность принять участие в голосовании, выбрать из 3 разных вариантов реконструкции причала, реконструкции набережной, разные варианты детских площадок, пор освещения, скамеек, урн, то есть малых архитектурных форм. После того, как голосование закончится, проектировщики уже доделают проект реконструкции набережной, и в октябре строители уже приступят непосредственно к реконструкции всей набережной. Набережная Диаскуров – одна из главных достопримечательностей Сухума и играет значимую роль в культурной и социальной жизни города. Реконструкция набережной поможет улучшить инфраструктуру, создать более комфортные условия для прогулок и отдыха жителей столицы и ее гостей. Проект включает в себя организацию детских площадок и зон отдыха, музеификацию Сухумской крепости, реконструкцию Рицинского причала. Совершенно новый причал будет на этом месте. По проекту мы оставляем его в старых параметрах, так как это памятник историко-культурного наследия. Его параметры мы не изменили. Вот 3 варианта мы по проектировке подготовили. Один из них будет выбран. В реконструкции набережной принимает участие также на одном из отрезков бизнесмены наши, соотечественники из диаспоры. Более того, бизнесмен Михаил Рушбевич Сичинава взял на себя реконструкцию набережной от реки Басла до пляжа Локомотив. То есть это вот бывшие санатории ПВО, МВО. На самом деле набережная тоже в таком состоянии, к сожалению. И он взял на себя обязательство в октябре также начать за счет собственных средств реконструкцию набережной и также завершить в мае. Проект реконструкции для этой набережной, той части набережной, готовит наш главный архитектор. Размещение знакомительных стендов с проектами реконструкции дает возможность жителям Сухума ознакомиться с предложенными вариантами и выразить свое мнение. Голосование через QR-код делает процесс удобным и доступным для каждого. Такой подход способствует более демократичному принятию решений и гарантирует, что проект реконструкции будет соответствовать ожиданиям и потребностям горожан. Сама власть, она служит нам всем, горожанам. Соответственно, должны учитываться мнения наши, как мы это видим. Поэтому здорово, что наш мэр Тимур Михайлович Агырба уделяет этому особое значение и спрашивает всех нас, как мы хотим, чтобы это все выглядело. И вот я сейчас перешел по QR-коду и голосую. И вот я советую всем горожанам принять участие в голосовании, выбрать, каким они хотят видеть набережную. Сегодня пришли на набережную, чтобы проголосовать, какие набережные лучше и какие детские площадки нам нравятся. Я выбрал вот этот вариант, потому что он лучший, и тут есть корабль, и там могут поместиться много детей, а тут тесно.
и никакие игры нельзя там играть, а тут можно. И можно всякие игры играть и спрыгивать с корабля. Поэтому я выбираю этот вариант, потому что он лучше. Голосование по выбору проекта реконструкции набережной Диаскуров и причала у колоннады уже открыто и будет проходить в течение 2 недель. У горожан есть уникальная возможность принять участие в обновлении исторического облика набережной Сухума. Аля Катрапш, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В Абхазии разгар курортного сезона. В нашей республике есть что предложить туристам. Живописная природа, мягкий климат и теплое ласковое море привлекают сюда гостей. С каждым годом увеличивается количество объектов размещения, растет и уровень сервиса. Как город Гудаута встречает своих гостей и что сделано для комфортного отдыха туристов, узнавала Гугуца Вардания. Начало июля. Город Гудаута, яркое солнце и туристы, принимающие солнечные ванны на берегу. Совсем недавно здесь появилась вот такая набережная протяженностью более 1 километра. Постарались местные жители, поддержала и администрация города. Многое сделано для комфортного отдыха гостей нашей республики в курортный сезон. Очень спокойный, хороший город, в отличие, например, от крупных городов. Все чисто, все хорошо, красиво. Может быть, даже еще раз потом приедем, останемся также в отпуск. Жители приветливые, все хорошо, чисто очень, также спокойно, все доброжелательные, все красиво, море тоже хорошее. Все очень нравится, прекрасная природа, чистейшее море, свежий воздух, отсутствие каких-либо летающих насекомых, которые портят в разных странах этот отдых, вкусная еда. Отличный отель. У меня, допустим, националь, в котором завтраки, ужины, прекрасные, шикарные номера. Таких в Абхазии я еще не видела. Впервые прилетела в такой отель. И, собственно, приветливые люди этой страны. Все очень нравится, благодарна Вселенной, что у меня есть моменты посетить такие места. Как вообще отдых у тебя здесь проходит? Идеально. Семья Устиновых приехала из Ярославской области. Абхазия – это любовь с первого взгляда, говорят супруги. Все чудесно и прекрасно. Отдых, великолепный отдых. И красота, и, конечно, красота. Вот такие вот впечатления. А в Гудауте 2-й раз были в прошлом году, и вот в этом году то же самое приехали. Начинает все сниться, я имею в виду вся природа, горы, начиная где-то с Нового года. Уже появляется зуд, надо приехать. Я была в Абхазии первый раз с родителями в 1964 году. Мне было 10 лет. Вот и частица моего сердца осталась здесь. Очень великолепная природа, море, люди. Вообще просто все великолепно. Оборудованные пляжи и детские площадки – все это практически прямо на берегу моря. Принимают гостей как в гостиницах, так и в частном секторе. У семьи Зухба небольшая гостиница. По словам хозяев, они делают все для комфортного проживания туристов. Сезон мы существуем только 2-й. В прошлом году мы проработали всего лишь 1,5 месяца. А в этом году мы работаем с самого начала, наверное, с июня. Людей у нас как раз полная заполняемость, практически 100%. Завтра у нас заезжает последняя семья, и у нас будет 0 мест. Мы предлагаем не просто завтраки, которые входят в стоимость проживания, а мы предлагаем еще обеды и ужины комплексные, но за определенную плату под заказ, по меню с каждого туриста, с каждого гостя. Гудаутский рынок, особенно в летний сезон, пестрит изобилием красок. Здесь есть все от домашней чачи и специй до сладостей собственного производства. Это мы сами делаем дома. Это наша домашняя продукция. Сами делаем, приносим, продаем. А сызбал, конечно, тоже мой домашний. Я надеюсь, что удачный сезон будет. Еще люди приедут. Я хочу, чтобы, конечно, было побольше гостей, побольше отдыхающих. Будем надеяться на лучшее. Нравится, конечно, хорошие люди, хороший товар. Всегда все доброжелательно, все чудесно. А цены как вам? Цены можно было бы пониже. У нас они ниже немного. Туристический сезон – это еще и двойная нагрузка на коммунальные службы. Успеть все сложно, однако здесь очень стараются содержать город в чистоте. Повседневная текущая работа – это уборка, это покос города, это уборка мусора. На пляже установлены раздевалки, душевые кабины, буи установленные в море. Так потихоньку мы подготовились к летнему курортному сезону.
идет работа вовсю. С каждым годом город преображается и наполняется яркими красками. Ну а сами гудауцы всегда рады своим гостям. Гугуца Вардания, Дамир Гонджуа, Абхазское телевидение. Общественная палата Абхазии выразила свою позицию по ситуации в туристической сфере. Для страны с такими древними традициями гостеприимства, как у Абхазии, особое значение имеет создание среды, в которой каждый гость чувствует себя желанным и ценным. Наша общая цель – предлагать и развивать разнообразные услуги, отвечающие запросам самого широкого круга туристов, говорится в обращении. В Общественной палате считают важным сосредоточить усилия на конструктивной работе и избегать дальнейшей полемики в публичном пространстве вокруг озвученных мнений. Пульсирующее сердце района, готовое в любую секунду отозваться на зов беды. Это про пожарно-спасательную часть Гулрыбского района. На протяжении долгого времени спасатели несли здесь службу в условиях протекающей кровли. В данное время идут работы по замене кровельного покрытия в здании. Это не только улучшит условия работы пожарных, но и обеспечит сохранность оборудования и техники. На месте работ побывала Гунда Шоуа. Их работа – это не просто профессия, это призвание, требующее не только физической силы и выносливости, но и стального характера. Они гордость нации, стражи безопасности, чья отвага и самоотверженность заслуживают уважения и признательности. Работа пожарно-спасательной части – это непрерывный процесс обеспечения безопасности населения и территории от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Рабочий день пожарного длится 24 часа. Основная задача – оперативное реагирование на возникающие угрозы, проведение аварийно-спасательных работ и минимизация последствий происшествий. Роль диспетчера пожарной связи – одна из главных в работе части. Время реагирования на звонок в пределах минуты. Пожарная служба Гулрыбского района. Хорошо, выезжаем. Давай, Тал! Бывает очень много звонков. Бывает, конечно, и по экстренному вызову, что просто играются дети, но в основном, ну так где-то 10-12 выездов бывает. В основном то траву жгут. Конечно, жители очень несерьезно относятся к этому. Жгут траву не в положенном месте и оставляют без присмотра оставляют костер, и бывает всякое. Конечно, горят и дома, и сараи, ихние участки приусадебные. Кровля в здании пожарной спасательной части в поселке Агудзера давно нуждалась в ремонте. Проблема заключалась не только в эстетическом упадке, но и в функциональных недостатках, которые напрямую влияли на условия работы и оперативность реагирования спасателей. Протекающая крыша создавала угрозу для оборудования и снаряжения. Несмотря на протечки и сырость, личный состав неустанно выполнял свой долг, обеспечивая безопасность жителей Гулрыбского района. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия и администрация Гулрыбского района обратились к руководству страны с просьбой об оказании помощи в проведении капитального ремонта кровли здания, на что была положительная реакция. Управление капитального строительства составило необходимую проектно-сметную документацию, а также рабочий проект новой кровли. На сегодняшний день по контуру здания, по карнизу возведены стены. Далее будет, выполнена установка стропил деревянных, обрешетки и непосредственно укладка кровельного листа. Работа пожарно-спасательной части в Гулрыбском районе – это не просто служба, это пульсирующее сердце района, готовое в любую секунду отозваться на зов беды. Спектр задач, решаемых пожарно-спасательной частью, достаточно широк. Это не только тушение пожаров различной сложности, но и спасение людей из горящих зданий, оказание первой помощи пострадавшим, ликвидация последствий ДТП, проведение работ по поиску пропавших людей, а также ликвидация последствий стихийных бедствий и даже спасение животных. Я вообще с детства интересовался этой работой, всей этой структурой. И пришел, начал работать, уже 4-й год. Наверное, тут самое такое сложное, больше тут
огонь, вот эта жара, дым. А так больше ничего такого сложного нету. Как обычно день начинается, смена начинается в 9 утра, до 9 мы уже тут. Там разные ситуации бывают. Где-то, упаси Господь, авария, где-то дом горит, что-то. Иногда такое бывает, и животных спасаем. Помогаем людям. Это самое главное. Их героизм не нуждается в наградах и овациях. Лучшая награда для них – спасенная жизнь. Благодарный взгляд и осознание того, что они сделали все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Кунда Шоу, Рамо Камки, Абхазское телевидение. По улице Искандера в Сухуме ведутся ремонтные работы по укладке асфальта. На протяжении многих лет из-за отсутствия дорожного покрытия передвижение по ней было затруднительным как для пешеходов, так и для автомобилистов. Работы ведутся администрацией столицы. Сметная стоимость работ 24 миллиона рублей. Репортаж Изины Ханагуа. Ремонт дороги по улице Искандера – долгожданное событие не только для жителей, но и гостей столицы. Ежедневно десятки автомобилистов, передвигаясь по улице, рисковали повредить свои авто. Хуже в разы было и пешеходам. Образовавшиеся здесь за долгие годы многочисленные глубокие ямы доставляли массу неудобств. Звук спецтехники не смолкает. Сейчас идет первый этап капитального ремонта улицы Фазиля Искандера. Работы проводятся на участке от улицы Имама Шамиля до улицы Джонуа. Здесь уже заменили все коммуникации, обновили основания дороги и установили дорожные бордюры. В настоящее время специалисты готовятся к укладке асфальта. Этот этап планируют начать уже через несколько дней. Затем перейдут на следующий участок от улицы Джонуа до улицы Воронова, где также заменят все коммуникации и обновят покрытие. На данном участке перед асфальтированием проведены все работы по замене ливневых, канализационных труб. Сейчас приступили мы, полностью заменили грунт. Длина данного участка порядка 320 метров. Это первый этап реконструкции данной автодороги улицы Искандер. Второй этап – это тоже порядка 300 метров. К нему мы перейдем после этой дороги. Сегодня-завтра подготовка. Погодные условия, если позволят, постелить асфальт нам уйдет дня 3, наверное. В течение недели планируемый. Общая толщина так называемого дорожного пирога составит порядка 33 сантиметров. В его состав входят несколько слоев: песчано-гравийная смесь, 2 слоя щебня и окончательное асфальтовое покрытие. Асфальт также укладывается в 2 слоя общей толщиной 8 сантиметров. На объекте задействовано 11 единиц техники, а также команда из 18 квалифицированных работников. Единственный фактор, который может повлиять на сроки выполнения работ – погода. Я сам проживаю в 2 кварталах отсюда. Наше детство прошло, по большому счету, здесь недалеко. Мы эту улицу очень хорошо помним. Она в послевоенное время была не в таком уж хорошем состоянии. Потом, чем дальше, тем хуже становилось. Да. Постоянно подсыпали ее, постоянно срезали грейдерами. Слава богу, наверное, это время подошло. Люди дождались этого момента. Она была перекрыта, эта улица, порядка, наверное, 5 лет. 5 лет она была перекрыта. Вот все работы завершены, все готово. Скоро обрадуем соседей, обрадуем жителей этой улицы. Работы по замене всех коммуникаций проведены силами администрации города Сухум. Это МУП «Водоканал» и Дорожно-ремонтно-строительное управление. А укладкой асфальта занимается общество с ограниченной ответственностью «Спецдорстрой». Сметная стоимость асфальтобетонного покрытия на этом участке составляет порядка 24 миллионов рублей. В районе рынка будут отремонтированы 3 улицы. По улице Искандера работы ведутся уже 1,5 месяца. Планируют начать капитальный ремонт и улицы Басария. 15 июля сметная документация по улице Басария выходит из экспертизы. Далее будем запрашивать аванс и приступать в этом году к замене коммуникаций. Определились со службами, что начинать улицу Басария мы будем со стороны инфекционной больницы и будем двигаться в сторону ботанического сада. Завершение работ по улице Басария планируется в конце 2026 года, потому что там очень большой объем работ. Также коммуникации, бордюры, тротуары,
значит, зеленые зоны, освещение, все это предусмотрено на улице Басария. Улица Калмыкова также у нас нуждается в капитальном ремонте. Мы буквально вчера провели небольшой ямочный ремонт в нижней части улицы Калмыкова. Ставим в план мероприятий 2026 года. Также есть поручение президента эту улицу в 2026 году отремонтировать. Тимур Агырба подчеркнул, что согласно договоренностям президента Бадры-Гунба с российскими коллегами, Росавтодор выделяет Абхазии на 3 года 3 миллиарда рублей. Из этой суммы более 600 миллионов рублей пойдут на ремонт дорог в Сухуме. Улицы уже определены. Новый район, улица Гумистинская полностью, улица Агырба, первый круг нового района, так называемый, 30 сентября улица с 2 сторон и улица Лакоба полностью в городе, в центральной части города Сухум со всеми коммуникациями, тротуарами, с освещением, с зелеными зонами. Работы эти начнутся уже в этом году, соответственно, продолжение их уже будет в 2026 году. Сметная документация по этим объектам уже находится в экспертизе в Российской Федерации. Планируем, что до 20 июля экспертные заключения будут получены и далее уже начнутся работы. Ремонт улиц столицы – масштабный и очень важный проект для Сухума, который существенно улучшит качество городской инфраструктуры и комфорт жителей. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. За прошедшие 3 месяца ВАК и автономная некоммерческая организация «Общественный центр социальных инициатив» реализовали много совместных проектов. Один из них – тренинги для учеников по основам социального проектирования, который позволяет приобретать необходимый инвентарь или оборудовать помещения, исходя из потребностей самих школьников. О других совместных проектах, а также о деятельности Конгресса за 2-й квартал в материале Эсмы Джикерба. За 3 месяца командой Конгресса проведена большая работа по сохранению родного языка, поддержанию общественных инициатив и обучению подрастающего поколения абхазским традициям и обычаям. Таким образом, выполняется утвержденный председателем Высшего совета ВАК Муссой Экзековым план на этот год. Продолжается реализация тех проектов, которые хорошо себя зарекомендовали, а также были инициированы и новые, такие как Ахя, Ащетамырцга, Гукала. На данный момент идет активная подготовка к ежегодным Абаза-играм и Дню культуры народа Абаза, которые пройдут в Карачаево-Черкесской республике. В составе делегации будут спортсмены, которые будут представлять Республику Абхазия в различных спортивных дисциплинах, а также певцы и артисты, которые будут принимать участие в мероприятиях, посвященных Дню культуры народа Абаза. Мероприятия пройдут с 22 июля по 26 июля 2025 года. Приглашаю всех, кто хочет стать частью этого большого праздника. Была проведена 2-я конференция Федерации по абхазским национальным играм, в ходе которой путем голосования вице-президентами Федерации были избраны руководитель отдела молодежи и физкультуры ВАК Валерий Берзения и главный тренер чуловской команды Паимца Кетчера Ансу Ануа. Отдел по работе с местными представительствами продолжил проект Аймадара. Также отделом был инициирован новый культурно-образовательный проект «Тайны истории», направленный на изучение и популяризацию исторического и культурного наследия Абхазии. Первый выезд был организован для школьников сел Окум и Арасадзых. 45 учеников и их учителя посетили Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте и этнопарк Апсны в селе Мгудзырхуа. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс также оказал адресную помощь в Гудаутской средней школе номер 5. В здании частично заменены старые окна на новые пластиковые. ВАК продолжил проект по начальной военной подготовке учеников средних школ. Проект запущен при поддержке Министерства обороны и Абхазского стрелкового клуба. В нынешнем году первыми участниками проекта стали 15 учеников Губской школы. Вначале ребята прошли теоретический инструктаж и ознакомились с основными правилами обращения с оружием. Далее каждому предоставили возможность пострелять по мишеням. ВАК и ОНО, Общественный центр социальных инициатив, продолжают реализацию совместного проекта. Так, для учеников школы села Аца прошел тренинг по основам социального проектирования. Традиционно тренинг продлился 2 дня и состоял из практической и теоретической частей. По итогам тренинга победу одержал проект по оснащению школы спортивным инвентарем. За него проголосовала большая часть учащихся.
Последние несколько месяцев Всемирный Абхазо-Бознийский конгресс очень активно сотрудничает с российской организацией «Общественный центр социальных инициатив». В рамках этого сотрудничества мы реализуем проект, который финансово поддерживается Фондом президентских грантов Российской Федерации. Мы проводим детям в селах тренинги по социальному проектированию, и в каждой школе, где мы проводим такой тренинг, мы организуем некоторое общественное пространство для детей. Сюда входит как оборудование этой комнаты, так и легкий косметический ремонт. А также в рамках этого проекта удалось поддержать 3 детских праздника в Абхазии. Один в Цандрепше, один в Сухумском реабилитационном центре и один в городе Тхорчал. Другой важный компонент нашего сотрудничества с нашими новыми ростовскими друзьями – это не только ремонт помещений или проверение детских праздников, это в том числе знакомство наших российских партнеров с нашими потребностями, с вызовами, которые перед нами стоят, для того, чтобы российская помощь в социальной сфере была более эффективна. Информационный отдел продолжил работу по освещению проектной деятельности Конгресса на официальном сайте и на социальных страницах. В рамках проекта «Гукала» вышло 5 интервью. Одним из гостей стал министр иностранных дел, член Высшего совета ВААК Олег Барцыц. Нашим главным материалом стал лонгрид «Новые вызовы, новые свершения», объемный красочный материал, рассказывающий о деятельности Конгресса за 2 года. Лонгрид объединил все текущие и реализованные проекты, их охват, их цели и задачи, их описание. Все это собрано воедино, и для интересной подачи он разделен по направлениям. То есть читатель может зайти на сайт, выбрать интересующее его направление и ознакомиться со всеми проектами, реализованными в рамках этого направления. Активно освещался всероссийский конкурс спортивных проектов под названием «Ты в игре». Это было обусловлено тем, что в конкурсе принимал участие проект «Игры народов Абаза», в котором ежегодно принимает участие и команда из Абхазии. Благодаря такой информационной поддержке «Игры народов Абаза» попали в полуфинал. Эсма Джикерба, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете стартовала приемная кампания на новый учебный год. Прием документов осуществляется с 10 утра до 4 часов дня по 12 июля включительно. Аэлита Рутюнян расскажет подробности. Поступление в университет – это важная ступень в жизни каждого человека. Ведь чтобы получить специальность и работать по выбранному направлению, необходимо приложить немало усилий. Илина Кашелян выбрала медицинскую биохимию. Ей с ранних лет хотелось попасть в сферу медицины. С детства хотелось поступать туда, быть врачом, помогать людям. Это ваша, скажем так, мечта, да? Да. Я готовилась к биологии и также еще подготавливала химию. Арада Кайтанба выбрала факультет международных отношений, где профилирующий язык английский. Поэтому при подготовке девушка уделяла ему много времени. Я читала книги на английском, также я смотрела фильмы на английском языке. Естественно, у меня каждый день были занятия, были онлайн-занятия. И это все помогло мне поступить сюда. В Абхазском государственном университете 10 факультетов и 44 кафедры. В этом году в общей сложности учебное заведение готово принять 1041 абитуриента. Утверждены контрольные цифры приема. Это руководитель страны подписал. В количестве 387 мест по бюджету. Это на бакалавриат, специалитет и в том числе 23 места на магистратуру могут поступить на первый курс. Организовано все на хорошем уровне, документы принимают, заранее были объявления, у нас есть сайт нашего университета, где правила приема, какие документы нужны для поступающих и программы по всем направлениям и дисциплинам опубликованы, они доступны для всех желающих. В этом году продолжается прием документов на специальность энергетика. Стране необходимы специалисты в данной области, подчеркнул Адгур Кокоба. У нас совместная образовательная программа Северо-Кавказской государственной академии. Это дает большие возможности для наших студентов, поступающих на это направление. Студенты будут иметь возможность обучаться здесь, в Абхазском университете, также и проходить практику в Северо-Кавказской
государственной академии. То есть открываются большие возможности. Все больше становятся популярными такие направления, как туризм, английский язык, экономические специальности и не только. Но, конечно же, определение профессии – это свободный выбор каждого, ведь все направления по-своему увлекательны и необходимы. Пока какие-то выводы делать тяжело, мы до 12 числа будем принимать документы. Думаем, что по всем направлениям наберем достаточное количество заявлений и по плану приема, по программе для поступающих проведем вступительные испытания. Все прошедшие вступительные испытания не будут зачислены. У кого высокие баллы на госзаказ, а у кого поменьше на платную основу. В ВУЗе есть все условия для плодотворного обучения. Здесь студенты могут открыть для себя множество важных знаний, связанных с выбранными ими направлениями, чтобы уже использовать их в работе. Самое главное, чтобы наши выпускники не смотрели куда-то вот за границей, за пределы Абхазии. Все нужные специальности практически есть у нас в Абхазском государственном университете. Хорошие условия. Призываю всех выпускников прийти к нам и поступить в наш национальный вуз. Прием документов осуществляется в Абхазском государственном университете с 10 утра до 4 часов дня, ежедневно, кроме воскресенья. Документы будут принимать по 12 июля включительно. Айлита Арутюняна, Храмичба, Абхазское телевидение. Далее о погоде. В пятницу, 4 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами туман. Слабый дождь. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-24. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.